Всем привет! И с вами я, Ольга, и мой канал о вязании Вяжи Мама. Большое вам спасибо за то, что вы смотрите мои видео, ставите мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Для меня это все очень важно, очень важна обратная связь с вами. Также мне очень интересно то, что вы вяжете. Это видео у меня посвящено СП «Ликвидация», в котором я участвую. СП это организовали Галина с канала Good Knitting и Анна с канала Анна Полозняк. Нас много девочек, 53 девочки. Каналы ссылка на все каналы девочек будет там внизу. Смотрите внимательно. Смотрите мои видео, смотрите каналы девочек. Переходите на их каналы, возможно, вы найдете для себя какие-то новые каналы, откроете и что-то новое узнаете, и новые каналы, новое творчество вам будет интересно. Это видео у меня будет посвящено 4 и 5 неделям, потому что на 4 неделе я не снимала, потому что был невезун. Тема 4 недели была вязание деткам, деткам я не вязала, а тема 5 недели у нас ажуры, именно ажуры в шалях, в палантинах. Тоже я не вяжу, пока вот за все вот эти недели я ни одной недели не вязала по теме. Потому что темы как-то не совсем совпадают с моим вязанием. Да, я знаю, что я давно не снимала видео для вас, но у меня какие-то 2 недели были невезучие. Невезучие в плане вязания, тому, что мне просто не вязалось. Я там, конечно, пыталась вязать каждый день, но все вязалось так медленно, по несколько петелек, и как показал результат, к концу прошлой недели мне даже нечего было вам показать. Так, все было печально у меня в плане вязания. И я поняла, что, наверное, мои недовязы мне вот так вот, они тяготят, что я ничего не могу начать. И поэтому я плюнула на свои недовязы. Думаю, рано или поздно они все равно довяжутся. И приступила к вязанию игрушек. Тем более, листая свою ленту в Инстаграм на прошлой неделе, я записалась на целых 4 онлайна. 3 онлайна идут по времени и 1 бессрочный. Вот тот, который бессрочный, олененок, я буду вязать, когда свяжу эти 3. Это такие мелкие эти отступления. У меня есть, конечно, одна готовая работа. Есть кое-какие покупочки. Вот давайте начнем с покупочек. Я хочу начать с покупочек. Как вы уже видели в видео, я купила себе вот такие вот ротанговые шарики. В жизни они, конечно, не такие яркие, как вы сейчас видите на экране. Они такие побледнее. И вот, знаете, вот тут они, видите, даже тут на фото передают, на видео передается, что они немножко плохо прокрашены. Но будем считать, что это такая авторская задумка. Я, конечно, хотела бы купить еще каких-нибудь вот других шариков. Не обязательно зеленого цвета. Просто вот зеленого это были последние. Вот они были в коробочке. 6 штук. Коробочку я уже кто-то запихнула. Больше других не было. Вот сейчас, если честно, я купила еще каких-нибудь. Вот мне они очень, кстати, нравятся. Вот такое вот яркое пятно на фотографии. На фотографии сейчас вот именно у вас в кадре. Мне очень нравится. Еще я себе купила, если не пряжа, так я пошла во все тяжкие по всяким штучкам. Купила вот такой вот велосипед. Ой, честно, хочу связать маленьких цветочков. Сюда очень много разноцветных. У меня много разных остаточков. И хочу вот целую такую корзину вязаных цветов. Не знаю, правда, что из этого у меня получится. Где я найду время? Вообще задумка у меня такая есть. И вот такую вот клетку, попугайскую, наверное, не знаю, или канарейки. Вот она так открывается. Хочу связать маленькую птичку. Где-то я видела, даже себе ставила класс на канарейку ВКонтакте. Надо будет поискать, где это я делала. Причем хочу связать вот эту птичку из мулине. У меня очень много мулине. Целая такая рафаэловская железная коробка. И еще половину такой же коробки. Там разных цветов очень много оттенков. Когда-то у меня был бзик. Вышивать хотелось. Это было очень давно, неправда.
И вот хочу из мулине связать каким-нибудь тоненьким крючком себе птичку сюда. Ну, это вот все вот такие вот мои маленькие покупочки. Также у меня, конечно, была одна готовая работа за это время. Ну как, она недоделанная. Вы ее все видели? Вот это моя шляпа. Видео с приглашением в совместник по игрушках недели стартов, я ее вам показывала. Вот тогда я ее как раз связала, она мне нравится. И честно, хочу еще одну шляпу. У меня на нее ушло 88 грамм рафии. Фотографию именно какая у меня рафия я вам вставлю. Мне посоветовали девочки, что вот вставлять, не показывать этикетку, потому что очень, ну, иногда плохо фокусируется, а вставлять, находить в интернете этикетку и вставлять, или писать там внизу еще тоже о том, какая пряжа, какой тон, какое название, метраж и все такое. Ну, попробуем. Так вот, видите, я вот как показывала, честно, вот еще не заделала кончики. К концу месяца вот надеюсь заделать, просто, честно говорю, как-то вот был не везун. Шляпа мне нравится. Сейчас выпрямится. И она вот такая вот более-менее устойчивая. Я думаю, именно из-за того, что я вот и вот здесь вот... Так, сейчас фокусируем. Обвязала край круга донышка столбиками, ой, не столбиками без накида, а соединительными столбиками. И вот тут тоже край я обвязала соединительными столбиками. Хочу попробовать связать еще одну шляпу, но не так вот, как мы вяжем вот обычно столбиками без накида, вот как вот здесь, да, а хочу связать именно вот в эти галочки. Она должна быть немножко более плотнее. Это такая, видите, она вот вся такая дырявочка, это как раз летняя. У меня осталось почти целый моток. Ну, не целый почти, там где-то 3/4 мотка осталось. Вот я хочу на нем потренироваться, вязать галочками. Ну, потому что мне, если честно, тяжеловато вязать галочками. Я как-то вязала штанишки медведю. Ну, надо просто привыкнуть. Вот потренироваться на том участке, говорю, на том остатке рафии. И просто связать какую-то такую, знаете, подставку именно на стол под горячее. Ну, под заварник даже. Вот такая у меня шляпа. Симпатичная, мне очень нравится. Это одна готовая работа за 2 недели. Единственная, ну, почти готовая. Ну, до конца месяца она будет готовой. Я в себя верю. И вообще, она мне, если честно, нравится. Все я отпаривала, и донышко отпаривала, и края отпаривала. Вот тулья, что не отпарена, оно видно, потому что, ну, немножко такая помятая. Так, попробую немножко света дать больше, а то как-то вообще темно. Я тут у ребенка на столе снимаю, тут лампу включила. Ну, надеюсь, будет света побольше. Итак, ну, конечно, я вязала свою салфетку. Мне осталось ее вязать 7 рядов. Вот. Она у меня в таком виде уже. Даже не помещается вся в кадр. Давайте я вот так вот вам покажу, что вот от центра, да. Когда я ее полностью свяжу, я ее, ну, отпарю и измерю. Вот с последнего момента, как я вам показывала, я провязала вот столько рядов. И от второго мотка у меня осталось вот столько. Вот я планирую сегодня, что я довяжу вот этот моток. Как смотрится салфетка в кадре, мне очень нравится. И даже вот сам цвет, вот этот вот благородный янтарный цвет, потому что пряжа, вот этот цвет называется янтарь. Кстати, этикетку я тоже вставлю. Я буду говорить, что вставлю этикетку, буду надеяться, что на самом деле я не забуду об этом. И вставляю. Если что, внизу, то там точно будет написано. Просто надо ввести себе вот это новое, чтобы, ну, не забывать. Вообще надо, наверное, будет взять блокнот и записывать себе
ставить видео на паузу и записывать о том, что я обещала где вставить. Салфетка очень красивая получается. Ну вот, как я говорила, это второй моток. И третий я реально понимаю, что мне придется начать. Как раньше я говорила, я не люблю вязать вот такими вот крючками. Мне ими неудобно вязать. Но вяжу вот этим крючком. Тут, правда, 1,3 крючок. Сейчас расскажу почему. На прошлых выходных мы с девочками нашими по вязанию в городе встречались, и все, я такая радостная, все, я уже давно не была на вязании, съезжу к девочкам на вязание, они там, посмотрю их работы, повдохновляюсь, и как меня попрет вязать, 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 будет вдохновение, девочки ж меня вдохновят на вязание. Стою уже на остановке, вижу, едет автобус, и я тут понимаю, что крючок-то я оставила дома. Вот этот деревянный 1,5. Я там что-то пробовала им вязать. Какую-то игрушку пыталась начать. Как-то слабо получалось. И думаю, блин, что делать? Придется пилить вселенную и покупать новый крючок. Главное, потому что это было воскресенье, а у нас в воскресенье многие магазины так интересно работают, что я просто не знаю, до скольки какой магазин работает. Думаю, вроде бы Селена там до 4 работает. Должна буду успеть. Короче, зашла в магазин. И крючки, которые мне подходят по номеру, подошел только 1,3, потому что потом было 2. И были именно с такими железными ручками. Тут я тоже была вязала, неправильно связала последний ряд. Пришлось все распускать. Это такие маленькие творческие моменты. Очень мне нравится эта салфетка. Я ее повяжу чуть-чуть, отпариваю. Так она вроде бы ровненькая. Все. Такая очень красивая. Просто я в нее влюблена. Уже хочу, чтобы она быстрее довязалась. Но это у меня, как я раньше говорила, обеденный процесс. Потихонечку он двигается. Так. И еще, как я говорила раньше, говорила вроде бы это, что я забила на все свои недовязы и начала вязать игрушки. Я поняла, что я без игрушек очень скучаю. И отсутствие игрушек у меня очень выбивает, в готовых работах, очень выбивает меня из колеи. Потому что, за неделю реально, но я могу связать 2 игрушки, 2 готовые работы. И, это повышает мою самооценку. И, как я говорила, я участвую в 4 онлайнах. 3 идут. По 3 нам дают задание. И в 3 я вяжу. Первый онлайн я вяжу йодика с девушкой Еленой. Ссылку на ее инстаграм я оставлю внизу. У нас уже было 2 этапа. Остался 3. И 2 этапа я иду вовремя. У нас будет вот такой маленький йодик. Йодик. Голова, да, она непропорционально большая. Цвет, не смотрите, что голова такая ядовито-зеленая. На самом деле цвет не такой, это просто камера передает так. Это пряжа Alize Hobby. Alize Cotton Gold Hobby. Вот 2 ушка. Ушки надо еще, правда, вот так сложить. И вот так будет пришить. Но автор игрушки написала, чтобы мы не спешили пришивать ушки, потому что в 3-м этапе у нас будет вязаться мантия, которая, во-первых, скроет вот этот такой пропорциональный недостаток о том, что голова большая для такого тела. Из чего я буду вязать еще мантию, я не решила. Надо пойти посмотреть, какие у меня там остаточки есть. И подумать, что будет хорошо миксоваться с этой пряжей. И именно как, в каком ряду пришивать уши, у нас это будет тоже сказано в 4-м этапе. 4-й этап у нас должен выйти в понедельник. И думаю, понедельник, вторник я довяжу это. Так, это у меня 1 процесс. Ой, даже не хочется вот эту так расчлененку в кадр
ложить, потому что напоминает расчлененный труп. Также я вяжу очень симпатичного бегемотика. Вот смотрите. Тоже в Инстаграм. Смотрите, какой он прелестный. Вообще такая прелесть прелестная. Вот хочется, чтобы ничто от него не отвлекало. Вот так вот все положить красиво. Вот он такой хорошенький. Смотрите, вот какие вот глазки. Вот, знаете, вот из этого онлайна я вот сделала такой вывод, вот что вот если вот белки вот так вот вышить, глаз, ой, глаз говорю, взгляд вообще получается как живой. Вот здесь я немножко перетянула, здесь посвободнее, тут немножко перетянула. Наверное, возьму белую нитку и еще раз пройдусь глазик. Но этот вот глазик вообще мне нравится, он вообще как такой, ой, реально живой. Вообще такая бусечка. Вот вяжа, короче, в процессе создания этого бегемотика вот очень мне все нравится. Очень много интересного. Очень даже доступное описание будет. Это будет платное потом описание. Сейчас вот мы все вяжем бесплатно. Если мы успеем, ну вот кто успеет связать, забыла до какого числа, и готового бегемотика скинуть в личку автору, то автор нам пришлет PDF-файл бегемота и одежки для мальчика и для девочки. Потому что в посте был этот... Все, я заговариваюсь. В посте была парочка, мальчик и девочка. Фотографию я вам ставлю и ссылку внизу на автора бегемотиков тоже оставлю. Если вам интересен этот бегемотик такой, если вам интересен бегемотик, и вы тоже захотите его связать, то проходите к автору, пишите ему, и я думаю, вы сможете приобрести это описание. Я пока связала голову и одну переднюю лапку. Сегодня надо довязать лапы и вышить тут вот розовой ниточкой пальчики. Ну вот. Вяжу из пряжи пехотка. Не помню, что, честно сказать, что именно за пехотка. Где-то у меня этикетка была. Побоялась, честно, у меня было 72 грамма этой пряжи. И я побоялась вязать сразу два бегемота. Ну, вдруг у меня пряжи не хватит. Свяжу вот первого бегемота. Вот. И посмотрю, сколько у меня остается пряжи. Потому что у меня есть такая еще голубая пряжа. Если что, второго буду вязать из голубой. Вот это у меня, моточек, не полный был. Я говорю, в общей сложности у меня было 2 моточка, там 72 грамма. Я даже не взвешивала, какой из них полный, какой не полный. Это я у кого-то выкупала остатки. Но пряжа вот сама по себе, она мне тактильно очень нравится. Даже нравится больше, чем джинсы. Она вот мягкая по сравнению с джинсом. Вот посмотрите еще раз на эту мордашку. Такой симпатичная. Вообще лапочная. Вот ротик. Вот носик, вот ротик. Ну, я, наверное, криво ручкой немножко ротик скривила. Но мне все очень нравится. Такая бусечка. Получается милейшее создание. Так, это вторая моя расчлененка. Ну и третью я надеюсь сегодня. Мне надо сегодня закончить. Завтра отправить, чтобы не прислали мастер-класс. С этим мастер-классом я немножко тормознула. Это Капитан Америка. Все, я на него записалась. Все. Мне прислали в директ там письмо, что да, вот создастся группа. Проходит день, 2, 3. Думаю, что-то не вяжется мой Капитан Америка. Пишу девочке, организатору, но ссылку тоже на нее я оставлю. Она мне пишет, что она про меня забыла. И скидывает мне, добавляет меня в группу и скидывает мне вот первую часть. Описание это руки и голова. Вяжу из остатков. Это у меня остаток ириса кировского. Это у меня тоже, по-моему, ирис.
кидовский. А это пехотка ажурная. Помните, я вязала салфетку, такую красную в январе месяце. И это вот то, что осталось от нее. Короче, все идет в бой, в дело. Вяжу из остатков. А голова у меня связана из Alize Miss. Ну вот. Короче, пытаюсь активно извязать остатки. Конечно, ручки такие маленькие вообще по сравнению с головой. Прикольно вот таким крючком. Я уже давно хотела повязать крючком единичкой какую-нибудь игрушку, но как-то стремновато мне было, а тут вот прям сам Бог велел. Надо довязать за сегодня. Вот шлем, видите, очень хорошо сидит. Бисером вышить глазки. Ну, у меня, так как нету черного бисера, то у меня глаза будут темно-синие. Как я говорила, давно мечтала повязать такие, ну, игрушки таким крючком из тонких таких ниток. И вот, все у меня удалось. Ну, тоже на следующей неделе покажу вам готовую работу. Это будет брелок ребенку. Он уже себе забил, сказал, что отдашь мне его. Хочу такого чудика. Надо будет только тогда как-то... Ой, скакал мой капитан. Так вот, вернулся мой Капитан Америка. Надо будет голову пришить к этому, к шлему. Или... Что-то он повалялся по полу, вымазался. Как-то прицепить, прошить будет. Не знаю, еще, правда, не думала. Надо сначала его связать. Симпатичный будет. Короче, игрушек, вот игрушки вязать мне понравилось. Прям у меня азарт появился, вдохновение опять вязать. Платье, даже, девочки, не спрашивайте, что с платьем, потому что стыдно самой перед собой. И все-таки, может быть, вот сегодня вот я вечер повяжу игрушки, по максимуму добью все, что я могу. В онлайнах своих вот Капитан Америка сначала, бегемотика. Еще у меня это скатерть. И все-таки надо, я думаю, браться за платье, потому что скоро 8 марта. Но, честно, я поправилась. Боюсь, что я в него не влезу. И, возможно, вот эта мысль меня расслабляет в его дошивании. Но, ладно, надо браться все-таки в руки. И я надеюсь, что все-таки на следующей неделе я покажу вам хоть какие-то продвижения по нему. Так, еще напоминаю раз для тех, кто хочет участвовать со мной в неделе старта по игрушкам. Ссылку я оставлю и вверху на это видео, и там внизу. Пишите мне в личку. Я всех приму, буду всем вам очень рада. Я уже, как я раньше говорила в том видео, что у меня уже пакет пряжи приготовлен, в корзинке сложен, в шкаф спрятан, чтобы не начать вязать заранее. Сейчас пока вяжу другие игрушки. Вот этих всех моих симпатяшечек. Вот эту красоту. Ну, вроде бы вот так вот я показала вам все, что я вяжу. Похвасталась с вами маленькими продвижениями. Вот 3 новыми процессами, которые меня, ох, как вдохновляют. В эти глазки я влюбилась. А, еще что, я еще записалась в онлайн, где Ани Пацкун. У нее сейчас новый онлайн с таксой. А те, кто меня очень хорошо знают, знают, что таксы — это моя любовь. Это собака, порода собак, за которую я не знаю, что готова я отдать. Но это просто... Это все как у Рокфора из Чипа и Дейла, когда он сыр видел, у него такие усы становились, он так подпрыгивал: сыр. Так вот у меня так такса, у меня в глазах мелькают эти таксы, все. С таксами я готова все скупать. Когда я вижу таксу в городе, это все, конечно, все. Мозг отключается, и в глазах только такса. Так вот, я записалась в онлайн, где она там предлагает вязать или из дропса, или из AZ Cotton Gold. Ну, вот то, что она выставила, она связана из дропса, и вот именно, что она связана из шерсти, она такая вот, просто вот, не знаю, непередаваемое ощущение. И я вот сейчас в раздумьях, мне надо, у меня нету пряжи, и, ну, я буду заказывать эту пряжу именно на эту игрушку, и сейчас вот думаю,
с чего лучше связать, с Alize Cotton Gold или с Дропса. Ну, потому что есть два варианта. Ну, с Дропса, конечно, дороговато по сравнению с Alize, но все-таки я, наверное, склоняюсь в сторону Дропса. Просто оригинал, там связанный с Дропса, очень... Он просто мне в душу запал, девочки. Даже не знаю, как вам сказать, выразить свои слова. Что еще у меня произошло за эти 2 недели? Я отправила, ну, так как, не помню, говорила я раньше или нет, участвую в 2 обменах на 8 марта. 1 подарок я уже отправила. Поехал он в Россию. А 2 подарок я еще не отправила, потому что мой даритель находится у меня в городе. Не знаю, наверное, с девочкой или мы созвонимся. Или я ей отправлю, ну, напишу ей, какие... Организатору напишу. Или ей напишу, как ей лучше. Встретиться или ей отправить по почте. Ну, и буду ждать ее ответа. Также я знаю, что идет мне подарочек в обмене на 8 марта. Он уже в Москве. Ну, это я по треку отслеживания проследила. Также мои посылочки с Китая, которые я заказывала, начинают потихонечку отправляться. Из 7, по-моему, посылочек 6 уже отправлено. И некоторые даже вот уже... Одна даже прошла таможенное оформление у нас в Беларуси, потому что по треку я отследила, что и даже вот на сайте нашей почты тоже оно выдало, что таможенное оформление уже пройдено. Так что буду потихонечку ждать. Надеюсь, что через пару недель мне придет какая-то посылочка. Я вам обязательно все покажу. Я там заказала в Китае очень много глазок. Разных, разноцветных. Хочу попробовать. Но еще надо будет заказать самых маленьких таких гвоздиков. Вот для таких малюсеньких игрушечек. Посылка идет столько, что я думаю, вирус злостный умрет, пока дойдет. Вот это все, что я хотела вам рассказать. Еще раз говорю, спасибо всем, кто досмотрел меня до сего момента. Большое вам спасибо. Жму вам руку. Вы мои герои. Спасибо вам, что вы смотрите мои видео. Ставите мне лайки, дизлайки, пишите мне комментарии. Хочу, честно сказать, попробовать больше показывать себя лицом. Ну, не знаю даже почему. Все-таки надо, наверное, показывать себя лицом, потому что, наверное, более какую-то большую уверенность придает. Хотя мне сказали, что видео там, где я лицом, я разговариваю меньше. А когда вот руки в кадре, я тараторю. Ну, у меня есть такое, что я тараторка. Так, прощаюсь, все, никак не могу попрощаться. Еще раз говорю, спасибо вам большое за то, что вы досмотрели мое видео до конца. Если кто-то на моем канале впервые, то подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик, и тогда YouTube совершит чудо. Он сам будет извещать вас о моих видео, присылать вам уведомления, и вам не придется листать свою многокилометровую ленту с уведомлениями. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать, показать. Всем пока-пока-пока, а я пошла вязать.